эфире программа «События недели», в студии Белла Кварчия. Здравствуйте. Говоря об итогах уходящей недели, начнем с новостей из ЦИКа. 17 февраля Центральная избирательная комиссия официально зарегистрировала кандидатов в президенты и вице-президенты Абхазии. В тот же день исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба в связи с регистрацией Адгура Арзенба кандидатом в президенты Республики Абхазия подписал указ об его освобождении от выполнения обязанностей вице-премьера, министра экономики Абхазии на период предвыборной кампании. Исполнение обязанностей министра возложено на первого заместителя министра экономики Заура Гулия. Адгур Арзенба и Леонид Дзябшева получили удостоверение кандидатов в президенты в понедельник, 17 февраля. Удостоверения также были вручены баллотирующимся с ними в паре кандидатам в вице-президенты Арди Ашуба и Виктору Хашба. Аслану Бжане и Бадри Гунба ЦИК вручил удостоверение кандидатов в президенты и кандидатов в вице-президенты Абхазии 18 февраля. С момента регистрации кандидатов в президенты началась агитационная кампания, которая продлится до дня голосования. Выборы президента Абхазии пройдут 22 марта. Зарегистрированы кандидатом в президенты Арзенба Адгур Амиранович, кандидатом в президенты, и Ашуба Арда Энверович, кандидатом в вице-президенты Республики Абхазия, а также Бжане Аслан Георгиевич, кандидат в президенты Республики Абхазия, и Гумба Бадра Зурабович, кандидат в вице-президенты Республики Абхазия. И третьим кандидатом зарегистрирован Дзябшева Леонид Юрьевич, кандидатом в президенты Республики Абхазия, и Хашба Виктор Шамилович, кандидатом в вице-президенты Республики Абхазия. На сегодняшнем заседании также были утверждены соответствующие бланки удостоверений, которые будут вручены кандидатам в президенты и кандидатам в вице-президенты. С сегодняшнего дня наступает, с момента регистрации наступает для кандидатов в президенты и вице-президенты агитационный период. В пятницу неспокойно было в Ткварчале. К 11 часам утра перед администрацией Ткварчальского района стали собираться люди, которые заблокировали вход в здание сотрудникам администрации. Собравшиеся требовали отставки главы администрации Аида Чачхалия. О развитии событий напомнит Алика Трапш. У здания администрации Ткварчальского района собралась группа активистов с требованием отставки главы района. В ходе протеста произошло несколько потасовок между активистами и сторонниками Аиды Чачхалия. Собравшиеся люди отмечали, что требуют отставки руководителя, так как она не справляется со своими должностными обязанностями. Во время акции протеста у здания администрации глава района Аида Чачхалия отсутствовала на рабочем месте. До 24 февраля она официально находится в отпуске. Комментируя произошедшие события, Аида Чачхалия отметила, что к ней не раз приходила группа людей с требованием сложить полномочия. Однако она не намерена покидать свой пост. Вчера у нас в городе проходило мероприятие, посвященное началу строительства храма. Я хоть и в отпуске, но я принимала участие в этом мероприятии. Я пришла на работу, чтобы обсудить детали проведения мероприятия. И в этот момент ко мне зашли молодые люди, которые до этого ко мне приходили, и стали спрашивать, почему это я нахожусь на работе и вообще, что я не должна выйти на работу. Я сказала, это мы решим законным путем, не переживайте. Но они мне пригрозили, что мы завтра, то есть это уже на сегодня, что они закроют здание администрации там, и так далее. Пока нахожусь в отпуске. Подавать в отставку я не намерена. Все хорошо понимают, что это незаконно. К сожалению, лидер оппозиции никак не отреагировал, хотя его просили, совет старейшин его просил, чтобы не допускать противостояния, чтобы он произвел на них какое-то влияние, но, к сожалению, именно то, что нет. Несмотря на то, что собравшихся не удовлетворила новость о намерении Аиды Чачхалия продлить отпуск, все же после обеда они стали расходиться. Чтобы она ушла в отставку, требовал народ. Но воля народа, в принципе, не в полной мере, не до конца была выработана. И поэтому мы просто, и народ пошел как бы навстречу и к нашему правительству, потому что мы видим и понимаем последние события, что у нас, какие события происходят, и поэтому сильно взять, накалять обстановку в нашем регионе никто и не хочет, и граждане тоже не хотят. Они свою точку зрения, в принципе, выразили, и уже, естественно, основные, которые у нас есть политические элиты, они должны принимать это как бы на будущее
в знак, когда при назначении либо при увольнении. Исполняющий обязанности президента Валерий Бгамбо подписал распоряжение о предоставлении главе администрации Тхуачалского района Аиде Чачхале отпуска без сохранения заработной платы до 21 марта. Временное исполнение обязанностей главы администрации района возложено на заместителя главы Виталия Квицинья. Алика Трап, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. Лидер оппозиции, кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжаня в письме, адресованном нашей редакции, прокомментировал заявление Аиды Чачхале, которое утверждает, что сторонники Бжаня требуют ее отставки. Аслан Бжаня, в частности, сказал: «Я нахожусь в Сухуми и никого в Тхуарчал не направлял. Никакие недозволенные методы я не одобряю. Это плоды идеологии и политической культуры, которые, к большому сожалению, заложила в нашей стране нынешняя власть. Каждый гражданин имеет право публично выразить свое мнение или озвучить какие-либо требования, только это должно строго соответствовать нормам закона». События в Тхуарчале прокомментировал кандидат в президенты Абхазии Адгур Арзенба. Касательно ситуации в городе Тхуарчал и других подобного рода проявлений. Хочу предостеречь всех политиков не втягивать наших граждан в процессы, углубляющие раскол нашего народа. Времена вседозволенности закончились. Это не первые и не последние выборы в нашем государстве, и в перспективе мы все должны бок о бок работать на созидание. Абхазский народ ждет перемен исключительно в рамках конституционного поля. Кандидат в президенты Абхазии Леонид Зябшба категорически осуждает любые антиконституционные методы, приводящие к дестабилизации в нашей стране. Выражаю свое глубокое беспокойство в связи с создавшейся в республике ситуацией. Призываю всех, прежде чем сделать любой шаг, проявить крайнюю сдержанность и ответственность, строжайше следовать букве и духу закона, не выходить из рамок прав и обязанностей гражданина Республики Абхазия. К другим темам. 19 февраля ИО президента Абхазии премьер-министр Валерий Бгамбо совершил рабочую поездку в Гагарский и Гудаутский районы для инспекции аварийных участков трассы Псоу-Сухум. За последнее время в Абхазии участились случаи оползней почвы. Работы по устранению и предупреждению последствий природных катаклизмов носят непредвиденный характер и финансируются из резервного фонда президента. 18 аварийных участков от Сандрипша до Гагры. Центральная трасса на этом участке находится в сложном состоянии. Ситуация осложняется еще и тем, что внизу, в непосредственной близости от подпорных стен, проходит железная дорога. Специалисты ведут работы ежедневно. Сегодня движение здесь будет переключено на реверсивное. Одна из причин оползней – устаревшая дренажная система. Из-за неправильного отвода подземных вод под тяжестью влажной почвы слабеют подпорные стены, на основе которых и построена дорога. Ситуация действительно непростая, и если не проводить вовремя необходимые работы, в один момент центральная трасса может стать небезопасной для проезда. На этом участке вблизи поселка Багрыбста ремонт уже подходит к завершению. В результате разрушения старой подпорной стены часть дороги обвалилась, пришлось восстанавливать, строить новую подпорную стену, капитальную, защитить железную дорогу. Тут прямо за подпорной стеной у нас железнодорожный проезд, железная дорога. В принципе, работы уже идут к завершению. Нам осталось подсыпать. Вот сегодня, как вы видите, подсыпают уже балласт, трамбуют. И будем, если погода даст, на этой неделе уже асфальтобетонное полотно восстанавливать. Сметная стоимость проведения работ на данном конкретном участке составляет более 22 миллионов рублей. Финансирование организовано из средств резервного фонда президента Абхазии. Исполняющий обязанности главы государства поручил специалистам обследовать всю трассу, чтобы предупредить масштабные обвалы. Когда вот это начинали, было около 7 обвалов. Да. Как там ситуация? Надо будет мониторить постоянно. Дожди пойдут, она может пойти, и не дай бог. И железную дорогу закроем, и центральную дорогу закроем. Перед мостом через реку Чагрыбш также ползет почва. Здесь строительные работы должны быть начаты со дня на день. Во время их проведения часть дороги будет перекрыта. Ориентировочная стоимость проекта – 11 миллионов рублей. Практически от Гагры до Сандрипша вся вот эта вот нижние подпорные стены, они все практически где-то километров 20, так это группа. Понимаете, да. Но самые есть еще уязвимые более. Вот эти надо посмотреть. Эти мы не обязательно дай бог к лету, посмотрим. чтобы мы не закрыли трассу Совершенно центральную. верно. Здесь у нас всего лишь 40 метров, плюс ко всему диаметру, значит, свай где-то 530.
в общей численности мы сваи тоже положим. Где-то их порядка 500 метров будет свай всего. Вот. Сметная стоимость, значит, где-то 11 815. В аварийном состоянии и сам мост через реку Чагрыбш. Его ремонт нельзя откладывать на потом, ведь часть конструкции держится буквально на весу. Смета проекта рассчитана на 7 миллионов рублей и также будет профинансирована из средств резервного фонда президента. Будет снят один, второй пролет, балки вывезены, отремонтированы поврежденные ригеля, опорные части. Вот. И затем балки будут установлены на месте. Все также будет произведен ремонт подходов к мосту, потому что за длительный период отсутствия эксплуатации, то есть водоотвода с проезжей части, есть подмывы. Вы сами видели, вот слева полностью будет оголена, забетонировано дно, засыпан щебень, и снова будет переходная железобетонная плита, которая позволит, и несмотря на то, что мост там 1972 года постройки, как я говорил, еще прослужит очень долго. Валерий Бганба ознакомился с ходом работ, которые идут в районе по проводке водопровода в ближайшие села. Этот проект реализуется в рамках российской инвестиционной программы. Магистральный трубопровод системы водоснабжения, который ведет из Дурипша, связывает 3 села: Дурипш, Звандрипш и Мгудзурха. Водопровод предполагается довести до новых резервуаров, которые мы планируем построить в период с 2020 по 2022 год по новой инвестиционной программе. Работы тут не велись, наверное, уже с прошлого года. С проектированием кое-какие проблемы были, проект был на переэкспертизе, технические решения какие-то принимались, поэтому вот сегодня, в принципе, документы уже в порядке и работы продолжились. Первый километр села Лыхны также является оползневым участком. Трещины пошли не только по дороге, но и отчетливо проявились на фундаменте расположенных рядом жилых домов. Площадь оседания почвы здесь значительная. Работы должны быть начаты на самых опасных участках, отметил Валерий Бганба. Самые опасные участки мы постараемся профинансировать, а остальное, будем ждать лучших времен, к сожалению. Тут мне, как говорят, Руслан Михайлович, как говорите, дома треснули наверху, то есть оползневые участки, к сожалению, везде пошли в последние годы. Спасибо. Вы видели, вот по трассе речка, маленькая речка в Блабурхах, она один раз уже съедала дорогу. Ее вообще не видно было, она опять подошла к трассе. Значит, где-то ее надо перекрыть, как-то пустить вдоль горы, как она шла. Нельзя находиться в ожидании серьезных последствий. Их нужно упреждать. Подводя итог рабочей поездки, отметил исполняющий обязанности президента Абхазии. Амилия Бисмарк, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. Валерий Бганба также проинспектировал ход ремонтно-восстановительных работ во второй Сухумской школе. В частности, осмотрел центральный корпус образовательного учреждения. Как известно, в 2 других корпусах уже ведутся занятия. Ремонтно-восстановительные работы здания начались в июне прошлого года. Пострадавшая при пожаре кровля и ее конструкции были демонтированы и заменены. Заново положены полы и отштукатурены стены. Установлены системы видеонаблюдения и пожаробезопасности. К октябрю 2 корпуса школы были полностью восстановлены. Ремонт последнего в данное время находится на стадии завершения. Все средства на ремонтно-восстановительные работы во второй Сухумской школе выделены из резервного фонда президента Абхазии. По словам строителей, ремонтно-восстановительные работы во второй Сухумской школе будут полностью завершены к концу марта. Сметная стоимость восстановительных работ 72 миллиона рублей. На сегодняшний день профинансировано 64 миллиона. Работ выполнено на 68. Сейчас мы будем доплачивать разницу. Ее президента Республики Абхазия, премьер-министр Валерий Бганба, провел совещание, посвященное вопросам улучшения состояния автомобильных дорог в Сухуме. В работе совещания приняли участие представители администрации президента Абхазии, глава столичной администрации, предприятия «Абхазавтодор» и Дорожного фонда. В дорожной системе города Сухум 11,5 километров дорог республиканского значения. По словам руководителя «Абхазавтодора» Бориса Ачба, это повод скоординировать и объединить усилия всех
всех уполномоченных служб для повышения эффективности работы и сокращения расходов каждой организации. Глава правительства Валерий Бганба поручил Дорожному фонду перечислить средства в размере 17 миллионов рублей в год предприятию «Абхазавтодор». Оно, в свою очередь, заключит контрактные отношения с подразделениями администрации города Сухум для осуществления задач на месте. В статью расходов «Абхазавтодора» по содержанию и ремонту городских дорог республиканского значения войдут мероприятия по озеленению, уборке, ремонту дорог, организации разметки и закупке необходимых дорожных знаков. Помимо этого, им будет осуществляться мониторинг русел рек для предупреждения схождения селевых потоков и повреждения дорог. По нашим дорогам внутри города Сухум это ямочный ремонт и плюс улица Лакоба. Она требует вообще сплошного покрытия, начиная с полотна земельного, начиная, значит, бордюры, в общем, вся полностью ее надо сделать, так как она центральная наша улица. То же самое вот выше Верховного суда, это улица Ардзенба. В принципе, она тоже, начиная с подземных коммуникаций, земполотно, ну, я не знаю, это так, как должно быть. Это то, что касается ремонтных дел. То, что касается, значит, содержания дороги. Это зеленое хозяйство, то есть уборка мусора, уборка, значит, подстрижка кустов. Мы, вот благодаря главе администрации города Канна Валерьевича, мы подключились еще в прошлом году, это в конце прошлого года. Вот. Но этого пока недостаточно. Вот мы еще не получили практически этих денег за выполненный объем работ. Совещание по вопросам выдачи паспортов гражданина Абхазии нового образца провел 18 февраля его президента Абхазии премьер-министр Валерий Бганба. По данным паспортного управления МВД принято 148 591 заявление от граждан на получение паспорта нового образца. Участники рабочей встречи обсудили меры по ускорению процесса паспортизации. Наша сегодня с вами задача сделать все возможное для того, чтобы ваша работа была на виду. Ну и самое главное, конечно, не прекращая работы, потому что у нас дети растут, приходит срок получения паспорта. Наверное, есть люди, которые, к сожалению, еще не успели поменять паспорта. Конечно, работать надо. В то же время, конечно, я очень вас всех просил бы, чтобы работа была четкой. Следственное управление Генпрокуратуры Абхазии возбудило уголовное дело в отношении ИО начальника паспортного управления МВД Абхазии Вадима Квацба. Он подозревается в злоупотреблении служебным положением и незаконной выдаче паспорта гражданина Абхазии. Кроме того, уголовное дело возбуждено в отношении старшего инспектора паспортной группы по городу Новый Афон Фатимы Джения, а также граждан Гурама Квициня и Лолиты Халваш, подозреваемых в соучастии в форме пособничества в незаконной выдаче паспорта гражданина Республики Абхазия. По версии следствия, все они, вступив в сговор между собой за денежное вознаграждение в размере $10 000 США, изготовили бланк паспорта гражданина Абхазии, которым воспользовался гражданин Украины Олег Мыльцев при незаконном переходе государственной границы. В пятницу 21 февраля полковник милиции Вадим Квацба был задержан. В настоящее время решается вопрос об отстранении его от должности, а также об избрании в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу. Генпрокуратура Абхазии возобновила уголовное дело и в отношении бывшего главного бухгалтера Государственного таможенного комитета Медеи Кайтан, который обвиняется в хищении вверенного ей имущества путем присвоения в особо крупном размере, а именно 31 миллиона рублей. Уголовное дело по данному факту было возбуждено 11 января 2016 года. Основанием возобновления расследования послужил факт нарушения процедуры объявления Кайтан в международный розыск, а также отсутствие в материалах уголовного дела данных об отправке в Международный отдел Генпрокуратуры Российской Федерации пакета документов, необходимых для задержания обвиняемого лица на территории России. В рамках возобновленного уголовного дела пакет документов, необходимый для задержания Медеи Кайтан, направлен в Генеральную прокуратуру Российской Федерации.
Сбербанк Абхазии возобновит программу кредитования населения. Теперь в новой программе кредитования отменены срочные кредиты под 48% годовых. В июле прошлого года Сбербанк Абхазии приостановил программу кредитования для того, чтобы не допустить ухудшения текущей ликвидности банка. Ограничение носило временный характер. За вторую половину 2019 года и начало текущего года Сбербанк улучшил свое положение и запускает ранее приостановленные программы кредитования – зарплатную и пенсионную. В их рамках клиенты банка смогут оформить кредит под 24% годовых, если сумма равна 6 пенсиям или зарплатам. Кроме того, вводится новая кредитная программа под 36% годовых, до 10 пенсий или зарплат. Программу кредитования Сбербанк возобновит с 24 февраля в Сухуми, а со 2 марта во всех районах Абхазии. Условия предоставления кредитов остаются прежними. Хочу обратить внимание на то, что мы увеличили лимит выдачи кредитного продукта по заработной плате пенсионной до 20 кредитов в день по всей Абхазии. А при этом по 36% годовых лимит установлен до 25 кредитов в день по всей Абхазии. От кредитного продукта срочно отказались, несмотря на то, что был востребован в связи с применяемой в той программе 48% годовых. Гули Кичба избрана секретарем Общественной палаты Абхазии. На этой неделе состоялось первое заседание обновленного состава Общественной палаты, на котором также были избраны заместители секретаря. Подробности в репортаже Алисы Шамба. Первое заседание нового состава Общественной палаты открыл старейший член палаты Альберт Тополян, который поздравил всех с избранием. Альберт Гаспарович остановился на событиях военных лет, вспоминая сплоченность и единство всего народа Абхазии в те годы. Он отметил, что и сегодня общество нуждается в патриотизме и консолидации. Наша первостепенная задача – сделать так, чтобы они контактировали, и в новом составе были бы люди, патриоты, неважно из каких партий. Вот этот призыв ко всем. В данной ситуации равнодушных не должно быть. Нам нужно, чтобы идея национального государства не умерла. В качестве кандидатов на должность председателя Общественной палаты были представлены две кандидатуры. Председатель движения «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость» Гули Кичба и ветеран войны и общественный деятель Виталий Смыр. У меня есть предложение секретарем нашей палаты. Мы все ее хорошо знаем. Она и в этой палате проявила себя. Ну, я не могу сказать, те старые знают. Гульнара Михайловна, секретарем нашей общественной палаты. Когда мы говорим о гражданском согласии, вот в этот момент мы будем очень нужны. Наша работа, я имею в виду. Кандидатура, которую я хочу вам предложить, это Смыр Виталий Казимович. Однако Виталий Смыр, поблагодарив коллег за оказанное доверие, снял свою кандидатуру в пользу Гули Кичба. Ее заслуги перед Отечеством, перед нашей страной несоизмеримо ни с чем. Низкий вам поклон, и я снимаю свою кандидатуру и поддержку. Мы должны приходить к одному знаменателю. Если мы хотим строить наше общество и консолидировать наше общество, мы должны идти на эти шаги. Мы не должны забывать их подвиги. Голосование по кандидатуре секретаря Общественной палаты было тайным. За кандидатуру Гули Кичба проголосовали 29 из 31 члена палаты, присутствовавших на заседании. Избранный секретарь Общественной палаты поблагодарила коллег за оказанное доверие, отметив заслуги первого секретаря Нателлы Акаба, которая возглавляла палату в течение 12 лет. Во многом благодаря ее вкладу и авторитету мнение Общественной палаты высоко ценится в обществе, подчеркнула Гули Кичба. Для меня это большая честь и огромная ответственность. Ответственность прежде всего потому, что Общественная палата – это тот орган, который регулирует между государственной исполнительной властью и между общественностью вот эти самые наболевшие, назревшие вопросы, вызовы, которые нам ставит ежедневно время, как Фазиль Искандер говорит, в котором мы стоим. Поэтому в этом отношении этот орган, хоть и рекомендательный характер мы носим, возможно, мы не решаем какие-то вопросы, но мнение Общественной палаты всегда в обществе учитывается.
Все участники пленарного заседания отметили символичность того, что именно женщина в очередной раз возглавила Общественную палату, так как испокон веков абхазская женщина играла большую роль в сохранении традиций и мира в семье и обществе. В рамках первого заседания нового состава Общественной палаты были также избраны заместители секретаря. Ими стали Мизам Хапат, Александр Страничкин и Виталий Смор. Алиса Шамба, Алексей Гуха, Абхазское телевидение. Презентация нового каталога Торгово-промышленной палаты состоялась в Сухуми в пятницу 21 февраля. По традиции мероприятие прошло с участием многочисленных гостей. На презентации присутствовала и наша съемочная группа. Все подробности в репортаже Амелии Бисмарк. Любая национальная экономика связана с внешним миром, поэтому необходимым условием ее развития является высокая инвестиционная активность. Исходя из этого мнения, специалисты Торгово-промышленной палаты Абхазии решили посвятить свой новый каталог теме инвестиций и бизнесу, связанному с экономическими вложениями зарубежных партнеров. К сожалению, отсутствие инвестиционного бума в Республике Абхазия связано с нехваткой постоянной работы в этом направлении. Просто ждать от кого-то, что кто-то за нас придет и сделает хорошее для нашей республики, для усовершенствования уровня нашей жизни. Сегодня настало то время, когда нам не нужно никого критиковать, нужно просто, и даже не дожидаясь от кого-то какой-то помощи, сосредоточиться на формировании безопасного и благоприятного климата в стране. Идея создания профессионального издания с подробными данными о местных предпринимателях появилась у бывшего руководителя ТПП Геннадия Гагулия. Сегодня это единственный в стране информационный источник экономической направленности. Сельское хозяйство, туризм, экология, молодые предприниматели – все эти темы уже успешно освещены в каталогах Торгово-промышленной палаты. Тема инвестиций не менее актуальна в республике, ведь с помощью их привлечения можно решить множество проблем, которые являются преградой для успешного экономического развития Абхазии. Государственное инвестиционное агентство большое внимание уделяет своей работе. И вот, например, мы буквально недавно создали некий механизм, который с нашей точки зрения будет способствовать привлечению инвестиций. Вот у нас создан реестр инвестиционных проектов. Также мы создали сопровождение инвесторов посредством проектной команды. Это когда сотрудники различных органов государственного управления будут сопровождать тот или иной инвестиционный проект. Вот. И я, конечно, бы хотел также поблагодарить наших предпринимателей, которые, несмотря ни на что, работают в Абхазии, платят налоги. И мне представляется, что это очень важным. Несмотря на существующие проблемы, в нашей республике давно работают не только российские инвесторы, но и их зарубежные коллеги. Семья предпринимателей Пфайфер успешно занимается бизнесом в Абхазии уже более 10 лет. Мы 13 лет как сотрудничаем с Торгово-промышленной палатой, и мы считаем Абхазию очень интересным потенциалом, обладает всеми ресурсами, чтобы их только развивать и развивать. Мы занимаемся пищевым оборудованием. То есть все, что отдыхающим и местным жителям очень нужно, красиво упакованный продукт, экологически чистый, с хорошим сроком хранения. Вот это наш предмет. На абхазском рынке нам сложно конкурировать с российской продукцией, но тем не менее мы планируем продолжить работать именно здесь, ведь у Абхазии есть свои плюсы, признается немецкий предприниматель. Абхазия имеет то, что в России трудно найти. И что нам нравится, партнерство здесь хорошее, люди заинтересованы, хотят с нами осваивать технологии. Торгово-промышленная палата делает большой упор на развитие взаимоотношений и поддержку местных предпринимателей, тех, кто выпускает абхазскую традиционную продукцию. Предприятие «Абхазпродукт» выпускается джику. Наша продукция на рынке как Республики Абхазии, так и за рубежом. С Торгово-промышленной палатой предприятие сотрудничает на протяжении 15 лет. Торгово-промышленная палата рекламирует наше предприятие не только здесь, также в России и в других странах. В рамках презентации нового каталога также состоялось награждение партнеров и друзей ТПП. Среди них местные и зарубежные предприниматели, представители среднего и малого бизнеса, торговые и производственные объединения. За информационную поддержку проекта в организации были награждены и представители СМИ. Амелия Бисмарк, Томас Чаковани, Абхазское телевидение.
Как ранее отмечалось в нашем сюжете, тематика каталога предприятий Республики Абхазия, составленного Торгово-промышленной палатой, меняется из года в год. В этом году издание посвятили бизнес-предприятиям, успешно работающим в республике с привлечением инвестиций. Подробнее о создании каталога, его значении для продвижения экономических интересов Абхазии, а также о других проектах ТПП мы побеседуем с президентом Торгово-промышленной палаты Абхазии Тамилой Мирсхулава. Здравствуйте, Тамила. Добрый вечер. Тамила, вчера прошла презентация вашего каталога, новый каталог предприятий Республики Абхазия. Вот скажите, насколько успешно, насколько были заинтересованы люди, которых вы пригласили вот в этом каталоге? Вчера у нас состоялась, как вы уже отметили, презентация нового каталога предприятий, который уже по счету издается 12 год подряд. И я помню, когда задача стояла перед коллективом, так как вообще сама идея по подготовке и изданию каталога принадлежит первому президенту палаты Геннадию Леонидовичу, и основная цель ставилась на формирование положительного имиджа Республики Абхазия, на оказание содействия по развитию различных видов предпринимательской деятельности. И на наш взгляд, это единственный информационный источник в Республике Абхазия, который предоставляет возможность не только получить контактную информацию и узнать определенный вид деятельности тех или иных предприятий. Это и своего рода реклама в том числе, и каталог пользуется спросом не только внутри республики, но и за ее пределами. Каждый год тематика его меняется, но она никогда не теряет связь с развитием экономики и республики в целом. В этом году мы решили посвятить издание каталога теме инвестиций, потому что считаем, что она весьма актуальной остается на протяжении всех наших послевоенных лет, и что необходимо совместными усилиями как можно больше приложить усилий в данном направлении. Мы прекрасно понимаем, что у нас и действует, и принят новый закон об инвестиционной деятельности, и при Министерстве экономики действует Государственное инвестиционное агентство, которое располагает уже определенная информация именно реестром инвестиционных проектов, но в разное время мы направляли предложения по изданию и формированию инвестиционного паспорта страны. Во-первых, мы считаем, что данный инвестиционный паспорт, он в первую очередь необходим для потенциально заинтересованных инвесторов с разбивкой по районам и отраслям, то есть с определением тех или иных приоритетных направлений, которые необходимо развивать, особенно в депрессивных районах нашей страны. Если вернуться к самому каталогу, то есть конкретным цифрам, то новый каталог предприятий включает 1300 субъектов экономики, то есть предприятий и предпринимателей. А по организационной форме становится все больше индивидуальных предпринимателей. По территориальному признаку наиболее лидирующими по своему развитию остается город Сухум, то есть столица Абхазии за счет своих сфер и услуг, и Гагарский район за счет развития туризма. На самом деле, вот данный каталог и тема, которую мы решили поднять, она особо уделяется еще и национальному инвестору. Почему именно национальному инвестору? На наш взгляд, сегодня нам необходимо в первую очередь создать все условия для благоприятного климата. Потому что благоприятный климат в стране, это одно из основополагающих, и особенно вопрос страхования бизнеса, когда мы проводим переговоры, принимаем те или иные бизнес-делегации в Республике Абхазия, но и также проводя встречи за пределами республики. Поэтому у нас уже, на наш взгляд, и сформировалось то сообщество и внутри страны, и за пределами, которые готовы инвестировать в различные проекты,
проекты в Абхазии, то есть у нас на родине. В то же время необходимо уделить очень большое внимание и малому и среднему бизнесу, то есть развитию его. На постоянной основе, на наш взгляд, уделить внимание кредитованию МСП. Это и касается защиты прав инвесторов в том числе. То есть это комплексная работа, и одно профильное министерство, либо инвестиционное агентство не в состоянии осуществлять. Поэтому здесь нужна большая работа и поддержка со стороны самого государства. Вы говорили о том, что очень важен инвестиционный климат. Так как вы имеете возможность непосредственно общаться с людьми, которые потенциально могут быть инвесторами в предприятии или в бизнесе в нашей стране, могли бы вы сказать, как они оценивают этот климат? Дело в том, что любая страна, она независимо от своего финансового положения, политического состояния, всегда стремится к развитию инвестиционной привлекательности страны. Вот тот каталог, да, даже, как я уже отметила, паспорт инвестиционных проектов, для чего он нужен? То есть, проводя переговоры, озвучивая эти уникальные возможности, нам необходимо инвестору предоставлять конкретные проекты, то есть сформированные на бумаге. Озвучивать в устной форме уже этого недостаточно, поэтому очень много уходит времени на то, чтобы предоставить ту или иную информацию. Устных переговоров уже недостаточно, и, естественно, инвестор требует определенных расчетов, он должен понимать и срок окупаемости, вообще сам проект, насколько он может и предоставляет поддержку со стороны государства. Понятно, что закон об инвестиционной деятельности включает, и в нем предусмотрены налоговый климат, благоприятный климат для инвесторов. Но все это в комплексе, и поэтому инвестиционные проекты, вот этот паспорт инвестиционных проектов, он очень необходим в нашей республике. Ну, какие опасения чаще всего высказывают, когда идет обсуждение, допустим, какого-либо проекта или возможности что-то открыть здесь? Вот одни из основных вопросов – это, конечно же, страхование бизнеса. Срок его окупаемости, это и основные отрасли. Мы, конечно же, всегда стараемся делать акцент на сельском хозяйстве и туризме, потому что считаем, что это основные отрасли развития нашей экономики, хотя у нас есть и другие возможности, которые стоит и необходимо предлагать и развивать. Как вообще шла непосредственно работа над вот таким каталогом? Как вы искали предприятие? Каким образом работа шла? Любое издание, да, его подготовка, она требует очень большой, кропотливой работы. Нам огромную поддержку оказывает и Министерство по налогам и сборам, и районный МНС. И любая информация, она очень тщательно модерируется сотрудниками палаты путем и телефонного обзвона с уточнением контактов, видов деятельности, потому что мы зачастую сталкиваемся с тем, что информация предоставляется, но очень много закрываются предприятий, и то есть они уже являются недействующими, а нам необходимо очень тщательно подходить к каждому из них, то есть более профессионально. И те люди, да, которые представлены, руководители и многие предприятия вот в новом каталоге, это люди, которые, несмотря на все сложности развития нашей экономики, несмотря на риски, они смогли создать такие очень достаточно благоприятные и перспективные предприятия, которые предоставляют нам не только новые товары и услуги, но и, конечно же, пополняют за счет налоговых отчислений бюджет нашей страны. Пошла речь о том, что много предприятий закрывается. Вот отслеживает ТПП, вот какой процент неудачных предприятий, скажем так, неудачных бизнес-проектов? Мы, конечно же, стараемся отслеживать то, что в наших силах, хотя очень много мы существуем, получаем в то же время, и существует критика, что
что-то входит в обязанности палаты, абсолютно нет. Мы в первую очередь стараемся оказывать содействие развитию предпринимательства в стране. Мы предоставляем и создаем те или иные площадки, на которых предприниматели могут общаться. Мы выявляем тот круг проблем, с которыми они сталкиваются. И нами проводится вот на сегодняшний день очень большая работа, и вообще на протяжении последних 12 лет, как паспортизация предприятий. Что вообще это такое? Путем не только анкетирования, но и посещения предприятий при общении с персоналом, с руководителями, мы понимаем для себя о том, какая у нас сложилась экономическая ситуация в республике. Таким образом, мы выявляем круг проблем, формируем рекомендации и предложения в те или иные профильные министерства в адрес правительства для своевременного их решения. Состоялась презентация. Скажите, пожалуйста, насколько было интересно людям присутствовать на ней? Кто, во-первых, интересовался тем, что сделала ТПП? Ну, во-первых, каталог, он в первую очередь нужен самим предпринимателям, да, то есть и практически всем представителям деловых организаций. Это своего рода реклама. Реклама никогда не бывает лишней, в том числе особенно предпринимателям. Было очень много гостей. Это и представители власти, и депутаты Народного собрания, сами предприниматели, члены торгово-промышленной палаты, СМИ. Нам очень сложно давать себе оценку, поэтому пусть нас оценивают те, кто пользуется нашими услугами, кто обращается в адрес ТПП и надеется на то, что любое обращение, любая проблема с нашей поддержкой решается своевременно. Ну, создание каталога, издание каталога – это один из результатов вашей работы за прошедшее время. Хотелось бы узнать, что вы планируете на будущее. Вот в частности, скоро состоится туристическая выставка в Москве, МИД-2020. ТПП планирует там участвовать, насколько мы знаем. Вот расскажите, пожалуйста, об этом и о других ваших планах. У нас, конечно же, есть и план работы, который утверждается, подводя итоги своей работы. Мы на заседании правления Торгово-промышленной палаты всегда подводим итоги и утверждаем план работы на предстоящий год с определением сроков исполнения, ответственных лиц. Естественно, что работа, она всегда предусматривает внутренние и внешние мероприятия. И что касается внешних мероприятий, одно из которых вы уже отметили, это участие делегации Торгово-промышленной палаты совместно с Государственным комитетом по курортам и туризму в международной туристической выставке МИД, которая уже имеет свою богатую историю, в которой принимают участие более 200 стран и регионов мира, которая уже... Это раскрученный бренд, и участие Республики Абхазия вот в статусе независимого государства среди иностранных государств, это, конечно же, большой успех и заслуга на государственном уровне. Мы всегда представляем консолидированный стенд Республики Абхазия, когда есть возможность участвовать всем представителям туристического бизнеса в Абхазии, когда есть возможность представить свой туристический продукт, это возможность увеличить и объем продаж этих туристических продуктов. Ну и, конечно же, наша основная цель в рамках участия – это представить продукцию абхазских товаропроизводителей. То есть мы проводим дегустацию, а вы, как все понимают, это всегда очень привлекает. Вокруг нас всегда очень много людей, то есть посетителей. И таким образом мы хотим заявить о том, что у Абхазии есть очень большие возможности для развития такого направления, как агро- и гастротуризма.
Я думаю, что и вообще, на наш взгляд, участие в подобных выставках, оно необходимо. Это не только возможность себя прорекламировать, это и возможность установить новые контакты. А для нас развитие туризма и ту работу, которую мы проводим по оказанию развития данного направления, то это одно из главных в работе ТПП. Что касается других мероприятий, то мне бы хотелось выделить некоторые из них. Это то, что мы в ближайшее время, то есть в первом полугодии 2020 года, планируем презентовать, точнее, мы планируем открытие торгового представительства Абхазии в Сирийской Арабской Республике. В рамках подписанного соглашения с Федерацией союзов ремесленников Сирии торгово-промышленной палате было выделено помещение площадью 25 квадратных метров в огромном деловом центре, где будут представлены торговые представительства разных зарубежных стран в Сирии, в том числе будет вот как раз работать и представительство торговой Абхазии. И нами уже проделана большая работа и касательно строительных работ, которые уже завершены за счет средств торгово-промышленной палаты. Приобретен необходимый инвентарь. Мы сейчас уже провели переговоры с нашими производителями экспортно ориентированные, которые готовы представить свою продукцию, имеют и могут производить ее в достаточных объемах для увеличения товарооборота страны. Мы уже на данном этапе формируем тот представительский груз, который будет направлен в ближайшее время, и после намеченных президентских выборов мы надеемся, что с поддержкой государства, то есть с участием в составе делегации во главе с представителями власти, мы сможем в Дамаске презентовать данное представительство. ТПП достаточно часто выезжает на различные выставки, ярмарки, представляет Абхазию на различных форумах. Вот в этой связи насколько трудно реализовывать свои замыслы, свою работу, с учетом того, что довольно часто пытаются блокировать работу ТПП, как и работу других наших организаций, которые пытаются контактировать с внешним миром. На самом деле это очень сложная работа, потому что для участия в той или иной международной выставке требуется как минимум полгода, а бывает и более 1 года, для того, чтобы согласовать статус нашего участия. И ни для кого не секрет, что наши заингурские соседи очень часто стараются вмешиваться в этот процесс. И, например, в конце прошлого года буквально сорвалось участие наше в международной туристической выставке в Египте, когда посольство Грузии оказало давление на организаторов выставки, и из-за нашего такого частичного статуса, то есть признанности нашей республики, нам отказали в участии. На самом деле планов касаемо участия Республики Абхазия, которую мы будем представлять на международных площадках, и в 2020 году их уже немало, и сегодня ведется работа в этом направлении, но просто не хотелось бы заранее об этом освещать, для того, чтобы, как вы сами понимаете, не заблокировать наше участие. Вы уже планируете, каким будет каталог следующего года? Да, в планах уже есть, конечно же, и сам формат, и тематика, которая будет ему посвящена, но пока не хочется об этом заблаговременно освещать. Тамила, благодарю вас за интервью. Спасибо, что пришли к нам в студию, уделили нам время и ответили на наши вопросы. Спасибо вам. Всего доброго. Всего доброго.
новостям субботы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поддержал конкурс «Гордость Абхазии». Об этом он сообщил в интервью «Известиям». По мнению Пескова, неудивительно, что в других государствах, видя успех конкурса «Лидеры России», разрабатывают аналогичные форматы, и в том числе в Абхазии, заявил он. 19 февраля исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба подписал указ о проведении конкурса молодых лидеров в Абхазии. Документ предполагает до 10 марта разработать и представить положение о порядке проведения конкурса, предложения по персональному составу оргкомитета с привлечением специалистов АГУ, сотрудников Госкомитета по делам молодежи и спорту, представителей экспертного сообщества. Как известно, в рамках платформы «Будущее Абхазии» в этом году планируется проведение конкурса молодых управленцев «Гордость Абхазии». Конкурс станет социальным лифтом для управленцев и послужит импульсом для обновления государственного аппарата Абхазии за счет талантливых и компетентных представителей молодого поколения. Ранее члены оргкомитета проекта во главе с его инициатором Иналом Арзенбо посетили все города и районы республики и встретились с представителями активной молодежи. Мы объехали, оргкомитет во главе с Иналом Арзенбо объехал 8 городов. Пообщались с представителями молодого поколения. Хотелось бы отметить, что в нашей стране очень много талантливых, молодых и перспективных людей, но у них нет возможности проявить себя. Данный конкурс «Гордость Абхазии», он дает возможность проявить себя и быть услышанным. Хотелось бы отметить, что в каждом районе одинаковые проблемы. И очень важно, что молодежь о них говорит. Я считаю, что подобного рода инициатива, она родилась из сложившихся обстоятельств, потому что очень большое количество людей, учеников, выпускников школ, которые уезжают учиться в Россию и даже остаются здесь, у которых вот механизм трудоустройства, он не совсем понятен. То есть ты заканчиваешь университет, ты понимаешь, как учиться, ты знаешь, как это делать, но не совсем понимаешь, как тебе трудоустроиться в родной стране. В Сухуми состоялся шахматный турнир в честь Дня защитника Отечества, организованный по инициативе представительства Россотрудничества в Абхазии при поддержке Федерации шахмат Республики. Подробности в репортаже Саида Джарсалия. Открывая турнир, руководитель Россотрудничества в Абхазии Вадим Чехов поздравил всех участников мероприятия с наступающим праздником Днем защитника Отечества, а также выразил признательность всем министерствам и ведомствам за серьезный и ответственный подход к данному турниру. Эта игра уникальна тем, что подобрался совершенно необычный состав участников команд. В этом смысле очень важно проводить параллель между 23 февраля и 75-летием Победы, поскольку праздники взаимосвязаны и по смыслу, и по содержанию, но, тем не менее, необходимо сказать, что победа в Великой Отечественной войне, победа абхазского народа в Отечественной войне, они в том числе предполагали интеллектуальное превосходство. В этом смысле шахматы – это такая игра, которая как раз отражает высокий, я бы сказал, высочайший интеллектуальный состав участников. В соревнованиях приняли участие 15 команд, в их числе шахматисты из Министерства обороны, Службы государственной безопасности, Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры, Российского погрануправления и 7-й российской военной базы. Помимо представителей силовых структур, продемонстрировать свои интеллектуальные способности вызвались и команды Абхазского государственного университета, ученики столичных школ, Союза российских соотечественников Абхазии, а также сборная Брехаловки и команда «Атарские быки». В турнире от каждой команды было заявлено по 3 человека. В общей сложности в мероприятии приняло участие более 60 человек различной возрастной категории. В зале, где проходил турнир, была размещена фотовыставка, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Эти картины концентрированным образом отражают в том числе интеллектуальное превосходство, явившееся одним из факторов победы. Поэтому шахматы, как такая игра содержательная, она всегда развивает и логическое мышление, и другие интеллектуальные свойства. В Абхазии в целом, должен сказать, очень много талантливых интеллектуалов, талантливых ребят, которые, я надеюсь, будут все больше и больше участвовать в наших мероприятиях, в частности в шахматных турнирах. Турнир проходил несколько часов. По итогам командных встреч по сумме набранных баллов были выявлены призеры турнира. Золото у команды сборной Брехаловки, серебро у шахматистов российской 7-й военной базы и бронзы удостоились ученики Сухумской школы номер 1.
Саид Джарсалия, Ильдар Дамиров, Руслан Орлов, Абхазское телевидение. На этом наша программа подошла к концу. Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире.